Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Защитники Отечества. Сотрудники МЧС, отправленные в Москву для защиты стратегически важных объектов ведомства, вернулись домой. Благотворительная акция. Это очень красивая традиция, это очень нужное, полезное мероприятие. Активисты из Урус-Мартана устроили настоящий праздник с аттракционами и конкурсами для жителей города. Великое наследие. С этой премьеры мы закрываем театральный сезон. Дальше уже у нас будет очередная премьера осенью. На сцене Государственного русского драматического театра имени Михаила Юрьевича Лермонтова состоялась премьера чеховской пьесы «Правду не мешает говорить иногда». Сотрудники Главного управления МЧС России по Чеченской Республике вернулись домой. 24 июня по поручению главы региона Рамзана Кадырова они были отправлены в Москву для защиты стратегически важных объектов ведомства. С защитниками Родины пообщался наш корреспондент. Из-за событий, происходивших с вечера 23 по 25 июня для охраны стратегически важных объектов системы МЧС России в Москву отправили 300 сотрудников Главного управления МЧС по Чеченской Республике. Работа на месте проводилась под руководством начальника регионального управления Алихана Цакаева. Чеченские сотрудники стали единственными задействованными спасателями из всей страны, что говорит о высоком доверии со стороны федерального центра и их профессионализме. Ассаламу алейкум. 24 числа по поручению главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и министра МЧС Российской Федерации Александра Вячеславовича Куликова были в количестве 300 человек хорошо подготовлены на нашем легендарном российском университете спецназа Чеченской Республики. Там вы все прошли курсы, обучались, и благодаря главе Чеченской Республики, нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича Кадырова, вы все прошли там спецкурсы. Поэтому сегодня у нас командировка заканчивается. Сегодня вечером мы вылетаем на постоянное место дислокации. Чеченская Республика, город Грозный. Сегодня я докладывал обстановку главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. И он благодарит вас за службу. И я только что еду с министерства, и министр МЧС тоже передал вам слова благодарности. Мы люди в погонах. Человек в погонах в первую очередь должен стать в любое время на защиту своей Родины. И мы готовы к этому. Мы оперативно собрались. И в течение короткого времени мы в городе Москве уже получали оружие. И были определенные объекты, которые мы взяли под охрану. Это Министерство МЧС России и еще стратегически важные объекты в системе МЧС Российской Федерации. И я от себя тоже хочу вас поблагодарить. Мы никогда не должны забывать, что мы чеченцы. Как я сказал, наш национальный лидер, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров нас всегда воспитывал, что мы должны быть готовы днем и ночью стать на защиту нашей Родины. И мы готовы к этому. Но эту Родину надо защищать как свою жизнь. Порой, если надо, мы в любое время должны быть готовы ради Родины отдать свои жизни. Почему? Потому что любое зло, это отразится на наших потомках. Чтобы этого не было, мы должны быть всегда готовы. Я знаю, что вы готовы. Еще раз спасибо за службу. Я благодарю
главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Благодаря ему вы сегодня одеты, обуты и подготовлены на все случаи жизни. И благодаря этому мы находимся здесь. Спасибо вам за службу. Есть вопросы? И жду вас. Ахмат! Также у Алихана Цакаева состоялась рабочая встреча с начальником Академии гражданской защиты МЧС России Виктором Панченковым, в ходе которой руководитель регионального управления вручил московскому коллеге флаг Чеченской Республики с изображением первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова для Музея Академии гражданской защиты МЧС страны. Когда у нас был в республике, вы сами знаете, все иностранные агенты, не агенты, ну скажем так, как сейчас через Украину, тогда хотели через нашу республику развалить Российскую Федерацию. Благодаря нашему первому президенту Ахмату Хаджи Кадырову и президенту Владимиру Владимировичу Путину они приостановили развал Российской Федерации, который Запад планировал через Чеченскую Республику. Поэтому сегодня огромному труду нашему первому президенту Ахмату Хаджи Кадырову, и сегодня, который днем и ночью работает наш глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Сегодня наш регион является одним из безопасных регионов Российской Федерации. И патриоты Российской Федерации у нас в республике, как вы знаете, в зоне СВО около 10 тысяч из Чеченской Республики. Ребята работают достойно. И я вот знаю, что вы сейчас наших ребят приняли достойно, 300 человек. Вам за это спасибо большое. В вашем музее, в достойном месте будет храниться наш флаг чеченский с изображением нашего национального лидера, героя России, великого сына Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Директор учреждения выразил слова благодарности Алихану Цакаеву и заверил его, что флаг займет почетное место в музее Академии. Мы общее дело делаем, поэтому Спасибо вам большое. готовы всегда помочь. Ребята у вас подготовлены. Я официально передаю как Спасибо. начальнику Академии. Спасибо. Вам этот Поставим музей. В готовности находился еще один резерв МЧСников для привлечения в случае необходимости. Все сотрудники ранее прошли специальную подготовку в Российском университете спецназа, а также были обеспечены необходимым обмундированием и снаряжением для выполнения поставленных задач. Сегодня утром героев встречали в международном аэропорту Грозного имени Ахмата Хаджи Кадырова. В течение 2-3 часов тоже Москва высадится Динадер. Такая функциональная задача. МЧС России чуёшила стратегически важный объект под охрану хайецел ел указания уж незамедлительно под нашу охрану хайецер и задача хватит надо надо тходелгиет можно وين قطاع يشنبوش وين الوكازان يحشق دولا ومخد امر قوتشتن دلغيت مثلا سنا قطاع أعمد حاجة نيق يعطونا أعيق دو ومخد تيش ميزولش تاي حكمنا ميت أعلوش دا ملع نيق أعيق دو. Чеченское управление укомплектовано кадрами, которых отличает высокий профессионализм, личное мужество и верность избранному делу. Ежедневно они выполняют свой служебный долг с честью. Рамзан Абуев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Министр просвещения России Сергей Кравцов продолжает вести диалог с сотрудниками управления сферы образования и выявлять проблемные моменты. Кадровый потенциал и повышение оплаты труда – вопросы, которые не остались без внимания. Подробнее в следующем материале. Итоги прошедшего учебного года, выявление проблемных субъектов и пути решения вопросов образовательной среды. Министерство просвещения Российской Федерации продолжает вести диалог с сотрудниками управления сферы образования. Руководитель федерального ведомства Сергей Кравцов высоко оценил работу присутствующих. Прошла итоговая аттестация, единый государственный экзамен. Все показатели национального проекта выполняются. Мы видим, достаточно серьезная работа проводится и по воспитанию школьников. Воспитание действительно вернулось в общеобразовательные учреждения. Об этом сегодня мы будем говорить.
И этот год, 2023, объявленный президентом годом педагога и наставника, еще раз подчеркивает, что профессия учителя, педагога главная на земле. И мы должны помнить, что главный вектор года педагога и наставника – это благодарность нашим педагогам. Среди прочего, здесь представлена работа специальной комиссии, а для соблюдения законодательства будет действовать надзор с горячей линией. Одна из задач контрольно-надзорных органов – это снижение бюрократической нагрузки. То есть, чтобы любая задача, связанная с образованием, решалась без лишних забот. Кроме того, представителями Министерства образования Чеченской Республики были представлены свои программы в рамках нацпроекта «Образование». Это хороший пример гостям из других регионов, отмечают здесь. В Чеченской Республике есть что показать. Есть большое количество интересного, позитивного опыта в системе образования, которым можно поделиться. Я уверена, что коллеги из регионов с удовольствием посмотрят весь тот опыт, который есть у республики. Если говорить про сегодняшний день, то сегодня большое событие. Сергей Сергеевич Кравцов и Анзор Ахмедович Музаев в открытой части совещания. К ней было подключено 50 тысяч подключений. Это школы, это колледжи, это учреждения доп. Образования. Также в ходе сессии было обсуждено развитие кадрового потенциала, а также совершенствование оплаты труда педагогических работников. Турпа Лалита Исумов, Сайтамин Мусаев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. «Дети Чечни детям Африки». Под таким названием прошла большая благотворительная акция во Дворце культуры Аргуна. Запущена она по инициативе начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой. На ярмарке были представлены поделки, сделанные воспитанниками детских садов. Все желающие смогли приобрести понравившиеся им работы. Вырученные средства будут направлены на помощь нуждающимся детям Африки. Мы сегодня с большим удовольствием пришли, чтобы поддержать акцию, проводимую Хадижат Кадыровой. Это большое нужное дело. Мы и от имени Чеченского регионального отделения Союза женщин России, и как руководитель предприятия посчитали своим долгом, что нужно поддержать акцию, приобрести нужные подарки и таким образом выразить свою и гражданскую позицию. Активисты из Урус-Мартана устроили настоящий праздник для жителей. Конкурсы, аттракционы и многое другое было доступно горожанам в праздничные выходные. С подробностями Мадина Нусалчеева. Бесплатные аттракционы, конкурсы и хорошее настроение. Все это жителям Урус-Мартана подарила благотворительная акция в честь священного праздника Ид-Аль-Фитр, прошедшая в парке города. Организовали ее местные общественные деятели. Событие уже успело стать ежегодным. Мероприятие как такое уже проводится третий раз. И с каждым годом оно набирает свои масштабы. Есть даже некоторые наши села, районы, которые берут с этого пример, и в прошлом году тоже проводили такое мероприятие. Я так думаю, что это войдет в нашу традицию, потому что это очень красивая традиция, это очень нужное, полезное мероприятие. И еще раз повторюсь, воспитательная, я бы сказал, работа с нашим подрастающим поколением. Всего прошло 4 конкурса. В одном из них участникам предстояло продемонстрировать знания родного языка. Не обошлось и без спортивных соревнований. Юноши проверили силу своих рук в армрестлинге, а также в подтягиваниях на турнике. Я уже успел потянуться немножко. Праздник Динчана, Хардак Динчана, уга Халбаркала Луадарсон. Тех, кто помладше, таким не заинтересуешь. Однако организаторы предусмотрели и этот момент и позаботились о том, чтобы все посетители парка ушли с положительными эмоциями. Прокатиться на пушистых пони, красочном паровозике и аттракционах выстроилась целая очередь малышей и их родителей.
Так как акция приурочена к религиозному празднику, один из конкурсов был посвящен чтению сур из Священного Корана и молитв. Тем, кто показал лучшие результаты, вручали сладкий подарок. В завершении дня состоялось награждение призеров и победителей конкурсов, а также праздничный салют. Ислам побуждает делать родным и близким то, что вы пожелали бы для себя. Естественно, и правильно дарить что-нибудь приятное. По словам организаторов, сегодняшнее мероприятие они в первую очередь проводят с целью показать подрастающему поколению красоту нашей религии и культуры. Мадина Целчиева, Сайд Али Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Государственном русском драматическом театре имени Лермонтова состоялась премьера чеховской пьесы. Высмеивание невоспитанности и мелочности некоторых людей в традиционной чеховской манере наблюдали зрители спектакля «Правду не мешает говорить иногда». Далее в сюжете Мадины Кураевой. Премьера с говорящим названием «Правду не мешает говорить» стала завершающей в 85-м юбилейном театральном сезоне. После многочисленных репетиций, прогонов и переживаний комедийный спектакль на сцене. В нем объединены одноактные пьесы, шутки, юбилей и предложения. События разворачиваются в конце XIX века. По словам режиссера Ахмета Хамзатова, поставить произведение Антона Чехова они хотели давно. На репетицию у команды ушел месяц. Было сложно, были долгие репетиции, было все, как вам сказать, нам это в удовольствие, потому что репетиция всегда это труд, это большой труд актеров, режиссера, всех, кто занят. Поэтому всегда, когда итог этого, когда людям нравится, только ради этого итога мы и работаем. Фраза «правду не мешает говорить иногда» также принадлежит Чехову. И сам спектакль повествует о том, что надо слышать и слушать друг друга. В пьесах автор высмеивает невоспитанность, показывает, как для некоторых людей мелочность может стать важнее высоких чувств, как фальшивые стереотипы уничтожают искренность. Например, главный герой юбилея Хирин стал жертвой бестактности жены директора банка. А мелочность уездных помещиков едва не помешала счастью Натальи Чубукова и Ивана Ломова в пьесе «Предложение». Актеры хорошо вжились в роли и перенесли зрителя в те события. Каждый остался под яркими впечатлениями от премьеры. Мне очень понравились сами актеры, их костюм, как он был сдержан именно в этом временном цикле. Сама пьеса, я считаю, что должно быть много таких спектаклей. Они несут в себе очень поучительный характер. Атмосфера была шикарная, спецэффекты, кстати, тоже нужно учесть. В Государственном русском драматическом театре имени Лермонтова в год юбилея запланировано много торжественных мероприятий. Зрителей ждут еще несколько премьер. Будут хорошие, интересные работы. Мы будем ждать наших зрителей, которые уже стали постоянными в нашем театре, и предложим им хороший такой насыщенный репертуар в предстоящем сезоне и в течение этого года до конца года. Комедийный спектакль превзошел все ожидания, что значит, не раз еще будет на сцене. И это прекрасная возможность для тех, кто еще не успел посмотреть сценическую постановку. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. «Музыка вместе» — это масштабный культурно-социальный проект, запущенный в 2016 году. Небольшая команда ездит по городам страны с комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования и записывает исполнение одних и тех же песен. Подробнее расскажет Наталья Депутатова. Проект «Музыка вместе» существует уже около 7 лет. За это время было собрано порядка 80 роликов, снятых в разных уголках нашей огромной страны. И направлен он как раз на то, чтобы показать всю красоту нашей необъятной родины, а также многообразие культур и природных достопримечательностей. Тимур Ведерников, продюсер, музыкант и соведущий программы Андрея Малахова «Привет, Андрей». Это была именно его идея создания проекта «Музыка вместе», а также нового проекта «Музыка вместе. Песни великой страны». В республику приезжает уже в 3-й раз и всегда поражается красотой края, природными и культурными достопримечательностями, а также гостеприимством народа. Я понял, что Чечня – это удивительно красивое место. Сначала я влюбился в Грозный, потом мы поездили по вашим селам, по
всем этим красотам, по всем этим достопримечательностям. Я познакомился с огромным количеством людей. Мы объездили села, мы были в горах, мы были на водопадах, мы были на озерах. То есть вот вся эта красота, Бинойская весна, мы туда тоже заехали. Вся эта красота будет в этих роликах. Я очень хочу, чтобы вся наша страна увидела, как прекрасно, интересно ваша республика. В рамках проекта съемочная группа за 2 недели побывала в самых дальних и заповедных уголках нашего края. Идея такова, что каждую строчку выбранных песен записывают в разных районах, что позволит более ярко показать красоту региона. Музыкальные произведения подобраны также удивительно, чтобы получился такой своеобразный микс из национальных мелодий, а также из песен с патриотическим контекстом. Выбраны они не случайно, и этот отбор, по словам Тимура Ведерникова, был сложен. Всего будет создано 3 ролика. Один на песню Али Димаева «Нохчичо», второй на потрясающую песню Андрея Дементьева «Отчий дом», который, по словам продюсера, удивительно точно характеризует патриотизм чеченского народа. И третий клип «Попури» из разных лезгинок, в котором снялись артисты и разные танцевальные коллективы региона. Было задействовано около 150 человек. Сняты были ролики в совершенно разных локациях всей нашей республики: Грозный, Гудермес и Тумкалик, Кизиной Ам, Нихолой, водопады, озера, горы и равнины. Небольшая роль выпала и Министерству туризма Чеченской Республики. Мы подсказали те самые яркие локации, которые мы хотели бы увидеть в кадре. Я уже видел несколько фотографий с тех локаций, где происходили съемки. Считаю, что это будет один из лучших клипов, или эти клипы, скажем так, будут одними из самых лучших в проекте «Песни великой страны». А музыкальную поддержку в исполнении национальных танцев различными коллективами, а также песен артистами помогло организовать Министерство культуры Чеченской Республики. Конечно же, нашей республике есть что показать, и нам есть чем гордиться. Были подобраны более 50 локаций. Мы знаем, насколько наша Чеченская Республика богата и архитектурными шедеврами, и пейзажами нашими красивыми. Соответственно, именно вот в таких локациях были сделаны вот эти съемки. И я уверена, что вот эта визитная карточка, она облетит весь мир. Потому что проекты Тимура Ведерникова, конечно, это очень такие масштабные, важные проекты, где люди действительно могут ознакомиться и понять для себя культуру того или иного народа. По итогу это должно стать потрясающей видеооткрыткой, характеризующей регион и показывающей всю красоту и многообразие. Первый ролик планируется к выходу на различных интернет-площадках к концу августа, второй уже к сентябрю. И завершающий клип на песню «Нохчичо» 5 октября. В этот день вся страна празднует День учителя и День молодежи, а Чеченская Республика еще и День города-героя Грозный. Наталья Депутатова, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».